get the hell out of here. Сейчас будет.
Приветствие приглашается команда ваших ТС, команда ПВК. Звучат государственный гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан. Главные судьи Андрей Томилов, Булат Вазиров. Добрый воскресный вечер, уважаемые зрители и болельщики. Башкирская хоккейная лига снова приветствует вас на своих матчах. И в этот раз у нас встречаются распределительные тепловые сети. Защищает Дмитрий Камилов, номер 88. Ворота команды ТС-120 защищает Вадим Кильданов, номер 1. Распределительные тепловые сети проводят свой матч против башкирской генерирующей компании. Энергетики по правую руку от нас, и вот, как правильно сказать, ну не тепловики, наверное, но тоже энергетики, поэтому путаться не будем. Распределительные тепловые сети по левую руку, в форме темной, ПВК в форме светлой. 10 марта уже относительно давно завершился у нас регулярный чемпионат Башкирской хоккейной лиги. Победу мы все прекрасно знаем, выиграла команда «Транснефть Урал». Провели они 15 игр, 13 побед, 97 забросных шайб. Значит, у команды «Транснефть». Ну и, соответственно, сейчас у нас идет серия игр play-in, да, в которой по факту определяется именно те коллективы, которые выйдут вперед и уже будут играть
плей-офф. К слову, будет сказать, это уже не первая игра этих участников в серии игр плей-ин. Проводят вторую встречу уже эти коллективы. Ранее 18 марта встречались они, ну, по-моему, там 17 или 18, точно не помню, честно говоря, мама это не помню, когда проходила встреча, но тем не менее завершилась она со счетом 2-0 в пользу башкирской генерирующей компании. В составе БГК отличились взятием ворот Сергей Вергин и Александр Каров. Ну и на тот момент зафиксировался у нас результат 1-0 в пользу БГК в серии плей-ин. И сегодня фактически мы можем с вами быть свидетелями того, что сумеет ли перевести эту серию плей-ин в третий матч тепловые сети, или же все-таки в случае, если одержит победу генерирующая компания, то фактически они сделают себе, уже создадут стопроцентный результат и сыграют в плей-оффе с другими коллективами, а вот тепловые сети по факту свое участие в хоккейной лиге этого сезона завершат. Ранее до нас проходила встреча команды «Уралец» и «Блеск» электросетевой компании. Там примерно аналогичная ситуация была, но в том плане, что до начала матча «Уралец» имел одну победу в своем зачете, а вот «Блеск» были по факту командой отстающей, ну, в плане, по крайней мере, выигранных игр серии плей-ин. В основное время у нас победитель не выявился. Уралец по ходу первой половины игры полностью контролировали ситуацию на льду. Но вот вы знаете, как-то уже во второй половине матча Блеск взял инициативу в свои руки. Сумели они перевести эту игру в серию после матчевых бросков, при том, что примерно за 30 секунд до окончания матча при равном счете коллектив Блеск остались втроем против 5 оппонентов из коллектива «Уралец» и сумели перевести игру в серию после матчевых бросков, в целом которые выиграли. И сейчас фактически там у команд получается счет 1-1. Мы ждем в перспективе третью игру Блеска и Уральца. Ну и что-то подобное может сложиться у нас сегодня. То есть мы уже говорили, либо БГК заберет эту серию плей-ин, либо тепловые сети, возможно, в случае, если одержит победу, мы с вами увидим третий матч в этой серии. Ну, немного заговорился я. Давайте, конечно же, озвучим составы участников. Все формальности. Очень активно началась у нас игра. До взятия ворот пока не дошли, пользуясь остановкой, озвучу вам составы. Башкирская генерирующая компания. Здесь у нас пара голкиперов. Дмитрий Подгайный, номер 1, Дмитрий Корнилов, 88-й. Полевые игроки: Денис Космодинов, 6-й, Эдуард Хабиров, 7-й, Андрей Озеров, 13-й, 16-й номер Андрей Буланов. Владислав Гордулин играет по номеру 17, 20-й Олег Пикненков, 21-й Наиль Габидулин, 27-й Александр Каров. Под номером 42 играет Сергей Веденцев, он сейчас находился в шайбе, но оставил ее на коллегу. Валерий Петров, 52-й, 75-й Ильдар Мухаммедгареев, 81-й Сергей Соломатин и номер 83-й заявки БГК Ренат Мустафин. Тренера команды Вячеслав Валерьевич Сидоров и главный тренер команды Павел Анатольевич Якушенко. Атака тепловых сетей. Саша, позволение, начну озвучивать составы этого коллектива. Денис Ахунов, номер 17-й, Кайрат Алимжанов, 11-й, Эдуард Лакитов, 88-й. Илья Варич, вратарь команды, играет по номеру 23, его коллега Вадим Вильганов, 1-й, Эдуард Губайдулин, номер 76-й, Альберт Гаянов, 69-й, Альберт Миндулов играет по номеру 77, 8-й Никита Орлов, 10-й Андрей Чернов,
Харитонов Александр, номер 83. 28-й Михаил Фролов, 21-й Данил Матвеев, Искандер Еникеев, номер 5, Илья Макрина играет под номером 99, Виталий Пилатенков, 78-й и Роман Кумарцанов, номер 9 в заявке ГГК. Очередная атака. Пилатенков здесь бросал неплохо, да, но как-то довольно высоко. Пошла на шайбу и уже ее фиксирует голкипер команды ГГК. Ну, раз заговорили о голкиперах, то можем сразу сказать, что Дмитрий Корнилов на стороне правой ворота генерирующей компании, а вот его оппонент сегодня выступает Владимир Ильян. Сегодня свой репортаж мы ведем непосредственно с Уфа-арены. Присутствуют зрители и коллективов. Видимо, что разбанили некоторые даже пришли позволять им играть. Сейчас капитан команды ГГК Озеров довольно опасной позиции находился, но пока результативности попасться не может. Здесь наброс на ворота, но добивания нет. Белых. Так, в средней зоне. Стака. Он зашел чисто, но на входе соперник забрал под свой контроль арбитров, но арбитр фиксировал положение вне игры. Если обратиться к регулярному чемпионату, то мы можем увидеть там, что ГГК зафиксировала свой результат на 4-м месте. 15 игр у них проведено, разница забитых пропущенных шайб 42 и 16, 19 очков в отличие от ГГК. Наши ТС, в свою очередь, закрепились на 5-м месте, также 15 игр, разница забитых и пропущенных шайб 32 против 70, 10 очков в зачете Башар ТС было по ходу регулярного чемпионата. Ну, как мы уже говорили ранее, он у нас завершился. Сейчас коллективы борются за выход в плей-офф, и, конечно же, здесь сильнее одержит победу. Более старовитыми командами, ну, по крайней мере, согласно чемпионату, да, в том плане, что те коллективы, которые по ходу сезона ВХЛ смогли проявить себя более лучше, чем другие. Хисамодинов бросать не стал, делал передачу на Желанова, но вот и у последнего, сказать, броском не заладил Свергин. На левом фланге Самединова дальше, он уже на лицевом борте за воротами, передача направо, бросок. Блокировано получается. Защитник РТС препятствовал. Желанов на синей линии замыкает Пекинько и дает выйти шайбе в среднюю зону, но в этот раз Пекинько уже помочь своему коллективу не смог и сломать. Оказывается, на подборе первый своих владений. Не пойму, почему до последнего нужно было держать шайбу, когда здесь подключится. Подъедет Манигулов с коллектива соперников. Так рисковать, когда можно было раньше просто сделать эту передачу и все. Хабиров на сломать за ворота. Но в результате только защитник РТС попал. Губайдулин. Перехват в исполнении темных Минигулов на Пилатенкова. Делает поперечный пас. На шайбу уже в средней зоне. Контратаку идти не удалось и будут заново пытаться позиционную уже атаку давать.
игроки тепловых сетей. Тем временем 5,5 минут у нас остается до окончания первого игрового отрезка. Пока явных фаворитов, лидеров или аутсайдеров этого матча мы выделить не можем. Все идет своим чередом. Губайдуллин. Губайдуллин это правда. Губайдуллин у нас играет под номером 21, а вот Владислав Габдуллин играет под номером 17. Хорошо, не дотянулся. МТС может выбегать в атаку. Акунов. Максимально старался на себя сейчас оттянуть защитников. Акунов в то время ждал, наверное, от партнеров, да, какое-то развитие событий, может быть, когда откроется, но как-то не дождался. Ну ага, тут уже, по-моему, пыром, да, вот как в футболе говорят. Так, Мусатин, опасный игрока. Игроки тепловых сетей по футбольному уже начали делать передачи и отвести розовые шайбы подальше из своих владений. Петров, скидка классная из-под себя на Хисамудинова. Ой, какой бросок, легкий, мощный, но браво, недавно на месте хватает тепловых сетей. Опытный голкипер, видел он Хисамудинова и знает он прекрасно Дениса. Да. Топовый бомбардир в коллективе баскетской генерирующей компании. Конечно же, от игрока такого класса, как Хисамудинов, в любой момент, с любой позиции можно отбивать опасности. Слава Хисамудинов не позволяет Чаду пересечь синюю линию. Высоким прессингом сразу встречает белые своих оппонентов и, собственно, свои плоды это и приносит, да? Мы видим, что не так часто уже могут выходить, убегать в атаку тепловые сети. Хисамудинов, он в защите, он в атаке. Компания ЧФО очень много работы делает для этого коллектива. Постоянно мы видим его. Снова отрабатывает на позиции защитника. Пока поехали на сменку. Все игроки, свежие силы являются на другую половину малой. Шайба на точке сбрасывания перед синей линией ворот белых, но владеет ей пока тем здесь не было, вступает в борьбу. Показывает чисто арбитр, конечно, эта позиция немножко иначе это выглядело. Вот, но в целом рабочая борьба за воротами генерирующей компании. По диагонали на Габидуллина, но убежать уже не удается у этого игрока. Павлов. Гаяна. Да, очень важно было сейчас, на мой взгляд, выбросить шайбу, потому что ранее моментами мы наблюдали, что довольно много времени проводили белые в зоне своих соперников, и, конечно, как-то здесь нужно позволить такой результат развеяться, да, немного тепловым сетям почувствовать, что могут они конкурировать своими соперниками, а вот может быть, если забить одну шайбу, то тогда вообще игра.
Перерыв. Габидорян направо на партнера, Каров здесь бросает, но... Латенков. Неголов, ну также сейчас защитники уже буквально на последнем метре сорвали у него шайбу с клюшки, а позиция была классная. Отдыхаем, дорогие друзья, немножко. Совсем скоро вернемся обратно в эфир. Так. Стартует второй период встречи распределительных тепловых сетей башкирской генерирующей компании. Довольно-таки насыщенный по моментам, по крайней мере для БГК, был период первый. Взятие ворот мы с вами не увидели. Счет на данный момент 0-0, конечно. И если анализировать вот предыдущий матч в рамках игр плей-ин, то там также небогато на взятие ворот была игра. Если напомнить, что завершилась она с преимуществом 2 шайбы, точнее 2-0 в пользу БГК. Вот, ну, предполагает это возможно, что и сегодня, да, не так много будет голевых моментов у этих коллективов. Все-таки матчи важные, матчи ответственные. Если где-то по началу сезона в регулярке можно было позволить себе по каким-то причинам, ну, возможно, не все подъехали составы, да, но в этом плане как-то менее надежнее, то сегодня, вот, по крайней мере, таких шансов у тепловых сетей точно нет. Это игра на вылет для них, и в случае, если они одержат поражение, то фактически у нас генерирующая компания выйдет в плей-офф, а тепловые сети завершат для себя этот сезон башкирской хоккейной лиги. Поэтому отступать некуда. Только вперед, ни шагу назад. Я думаю, примерно подобные слова звучали в раздевалке у тепловых сетей. Ну, собственно, я не думаю, что и генерирующей компании также выгодно, да, переводить серию этих игр и в третий раз уже встречаться в рамках плей-ина, когда есть возможность в теории поставить точку уже сегодня, в этом моменте. Уралец с Бэском сыграет еще один матч, а вот как сложится судьба этих коллективов, мы не знаем, ну, где-то ориентировочно в ближайшие полчаса. Счет равный, и, конечно, мы видели, что больше времени проводят в атаке белые по ходу первого периода, да, я уточняю. Они больше атаковали, больше владели шайбой, больше контролировали ситуацию, но и в целом выглядели поактивнее и поинтереснее, наверное, так сказать, этой встречи, в том плане, что больше атаковали и так далее.
Другое дело, что уже второй период, и здесь тепловые сети, по крайней мере, за прошедшие 3 минуты, демонстрируют нам более интересный хоккей, нежели в периоде первом. А вот кто начнет первым забрасывать, и как сложится судьба этого периода, мы не знаем только подходит к него. И Самоденов, дальний бросок на месте вратарь тепловых сетей, Богданов, браво. Также заявлен сегодня Илья Варич в составе Баш РТС, и мы видим, что присутствует, находится в штрафном боксе, то есть готов, если что, в любой момент подменить коллегу. И опять же это подчеркивает, наверное, важность этого матча для тепловых сетей. Мы часто видели по ходу сезона, что на играх присутствует только либо Варич, либо Вильданов. Но вот сегодня два голкипера и, естественно, все лучшие силы брошены на лед по арене мало. Снова Хисамудинов и снова Вильданов шайбу зафиксировал. Разыграем игровой снаряд в владениях белых. Вербин вел шайбу в игру. Подключается Желанов, она остается за командой БГК. Вот здесь едва не дотягивается Вильданов. А так хотелось бы зафиксировать, наверное, сейчас шайбу вратарю Баш РТС, чтобы как-то маленько разгрузить остановку, выдохнуть пар, но нет, контратаку опять же нет. Увидели друг друга, что ли, да, партнеры, но вот, что касается того, который был шайбой, там, по-моему, находился, Павлетов не принимает участие, Филатенко, да, владел, он однозначно видел своего партнера, а вот партнер передачи не ожидал. В тот момент, когда нужно уходить в контратаку, максимальной концентрации и внимания, конечно же, важны на льду, но не в этот раз. И подобные ошибки, они, на мой взгляд, как раз таки не дают раскрыть свой игровой потенциал после ведения тепловым сетям. Потому что коллектив интересный, по-своему, да, не на верхних строчках турнирной таблицы находились они по ходу сезона, но в целом очень интересный коллектив, в нужный момент могут собраться, есть интересные игроки, старовитые, но вот что-то команде мешает, не позволяет полностью раскрыть свой потенциал и играть в тот хоккей, который они могут. Шайба на точке вбрасывания перед синей линией владений тепловых сетей. Шайба остается пока за ними. Фаулов. Филатенков, не глядя практически, отдавал на себя, но предполагалось, наверное, что Орлов там может побежать дальше и примет шайбу вдоль бортика, но пока нет. Каров уже в районе лицевого борта берет шайбу на себя Габидуля. Снова Габидулин. Ворота наступает активная борьба. Каров набрасывает на ворота по пути. Палец шайбу встречает защитников Баш РТС, и по-прежнему активная борьба проходит в районе лицевого борта. Снова Каров, можно бросать с этой позиции, и как же забивание сейчас Мухаммед Гореев не справился, не смог зафиналить этот момент. А счет-то пора бы какому-то коллективу ответили, но Нёрнберг на табло. Напомню я. Абиров. Менялась сейчас пятерка у генерирующей команды.
компании. И непонятно почему, когда 3-4 человека выходили с скамейки запасных, никто не мог принять игровой снаряд. Орлов бросал с левого полуборка, неплохо, Филатенко. Скидка на Пикатова, здесь получится доработать момент за моментом, обсуждают тепловые сети. Вот скажите, не часто, да? Не часто, но очень эффективные, очень красивые, очень интересные их атаки. Ахунов был в предыдущем моменте, а сейчас уже Алимжанов пытался оформить взятие ворот, но не позволил сделать это голкипер Дмитрий Корнилов. Красный нужно делать. Самодинов. За воротами уже Пихенько. Гордон. Желанов на центре. Зашел. В зону соперника тут же подключается партнер. Каров накатывался. По центру половина периода второго у нас позади, но в целом половина игрового времени матча остается позади, а счет пока ничейный. Атак. Не дается Мустафина. Шайбу отобрали. Самодинов. Как в футболе есть полузащитник, да? Полузащитник, полунападающий. Вот Космодинов что-то примерно в этом духе в своем коллективе, потому что уж, извините, да, уж очень активно он и в защите, и в нападении, везде работает Денис. Вот, хотя по своему амплуа является нападающим. Ломатин отбивает шайбу по диагонали. Замыкает синей линии, не дает шайбе выйти. Средняя зона, тут же Космодинов наброс, там уже вся команда БГК практически. Единственное только Пихенько остается на границе синей зоны. И домашний Космодинов. Бросок мощнейший, и Браво Вильданов подъехали к коллеге здесь. Поддержать Вильданова за этот блестящий сейф. И, конечно, неоднократно мы наблюдали мощнейшие броски Дениса Хасанудинова. С точки зрения вратаря ничего приятного здесь однозначно нет. Каров перехватывает от Белых. Вертикальный пас. Габдулин. Отобрать шайбу не удается. В средней зоне уже игровой снаряд. Хабиров. Наблюдаю я периодически за игрой Хабирова. И простая фамилия звучная. Но в целом как бы в защите он в основном проводит свое игровое время. И особо активно в атаку там прям не выходит, исключительно в каких-то редких моментах. Ну, в целом, как игрок, конечно, очень полезная функция в коллективе. И всегда нужно тот человек, на которого можно понадеяться, да, то есть в том плане, что тыл надежно прикрыт. Габдулин и Хабиров сейчас замыкает синие линии. Вот увидел оперативный простор. Хабиров сразу же сменился вперед. Единственное, только не удержался на конька. Филатенков. Как здорово с Орловым. Орлов показалось, что отвернулся в какой-то момент он, когда нужно было как-то замыкать эту атаку. Какой-то финиш, да, для нее делать, но нет, не увидел Орлов. А здесь, в свою очередь, увидел Дмитрий Корнилов, вратарь
генерирующей компании перед собой отдает шайбу и в срочном порядке принял решение зафиксировать. Сбрасывание в зоне белых. Приятное падение, не ставим, да? 3,5 минуты остается до окончания Петров. Пробивает. 3 минуты остается до окончания второго периода. И интрига остается под самый занавес этого матча. Тоже все-таки заберет победу. Что мы увидим? Третий матч. Рапорт плей-ин. Или же победу команды БГК. Пока говорить об этом рано. Я думаю, все согласятся со мной, что на фоне первого периода слегка активизировались здесь новые сети. Как-то начали поактивнее себя проявлять. Но по-прежнему давление генерирующей компании, конечно, очень колоссальное. И здесь вот честь и хвала опытному голкиперу. Вадиму Вильдану составить тепловой сети. Сейчас просто я не знаю, какой число бросков по ходу этих двух игровых отрезков у него был сделан. И даже где-то бывают моменты, когда не дорабатывает защиту БГК. Здесь, безусловно, я думаю, что все со мной согласятся, что матч тащит Вильдан. Самодинов. Опасно. Ой, какой отскок здесь, да, получился на Вербина. Тут же, недолго думая, Вербин в касание проводит бросок и снова Вильдан. Николаев на точке вбрасывания от белых. Шайба остается за темными. Лакитов. Пикинькова уже в своей зоне. Так. Свой контроль берет игровой снаряд. Хорошей скоростью Пикинькова разгоняется. Но как-то Чернов не менее скоростной игрок. Тепловой сети. Когда накатывался Пикиньков, почему-то остальные коллеги-то просто стояли на месте и ждали. Темп с ним, наверное, тоже подходит. Он начинает скорость ломать, вход в зону чистой. Передача на левый фланг. Здесь Вербин. Амрос на пятак уже. И Желанов там находился. Бороться за шайбу не смог. Соломатин в борьбе. Так, поступил Пикинькова. Желанов. Постукивает Корнилов клюшкой облет. И вот непонятно, что сигнализирует здесь, то ли окончание второго периода, то ли вызывает активным действием своих партнеров. Но в любом случае звучит сирена. Мы уходим на второй перерыв.
Третий период это матч распределительных тепловых сетей башкирской генерирующей компании. Важный очень матч для тепловых сетей, по крайней мере точно, потому что в случае, если они уступят своему сопернику, то башкирская генерирующая компания выйдет в плей-офф, а вот тепловые сети уже свой сезон по факту башкирской хоккейной лиги на этот год как минимум завершат. До 2 побед играет в плей-ин, одна победа уже есть в зачете у БГК, поэтому сегодня для них лишь стоит только закрепить как-то успех и поставить, возможно, точку в этой серии. Но пока не все так однозначно, не все понятно, потому что третий игровой отрезок у нас начинается с того, что счет на табло ничейный 0-0. По ходу игры, конечно, белые более активнее проявляют себя в атаке, контроле шайбы. Но, тем не менее, тепловые сети тоже создают довольно-таки интересные моменты. Если в первом периоде их было не так много, то уже во втором периоде, не скажу, что поравнялись, но сблизились примерно. Наверное, так, если была у нас статистика, да, вот, по процентам владения, по броскам, приближают тепловые сети к своему сопернику. И вот теперь самая изюминка, наверное, этого матча, она осталась на третий период, потому что здесь непонятно, на мой взгляд, как будет развиваться события. Либо на фоне своей активности и ввиду физики БГК тоже может как бы ресурсы в виде сил исчерпать, да, и пойти на спад. Этим моментом могут воспользоваться. Темный выход 1 на 1 с вратарем, и Минигулов не реализует момент. Корнилов, казалось бы, стоял на месте и даже не дрогнул от слова совсем. Но в то же время сорвал зрительские овации у нас Минигулов, потому что не так часто в этом матче мы видели подобные выходы 1 на 1, и, конечно же, своего рода, когда их не так много, то здесь хотели бы болельщики, я уверен, что-то, чтобы действовали хоккеисты более результативно. Никеев не смог держать на синей линии, но по-прежнему остается она под контролем Тёмы. Рагунов, Латенков. Борьба возле левого бортика, и Гамил, наверное, если относительно смотреть, вот здесь Акунов. Активно здесь, да, поборолись за шайбу, но вот в результате Губридулов остается под контролем, но ворот от синей линии, но по силе, наверное, своей можно было предположить, что это не бросок. Снова Губридулин. Абиров можно бросаться на позиции, на добивании, Филатенко хорошо находился, но предательский рикошет от защитника тепловых сетей не позволил добраться до Филатенкова. По крайней мере, не совсем удобно было там поднимать игровой снаряд, работать, и в касании не было возможности попытаться перенаправить его в ворот. Денисский Самудинов берет ситуацию под свой личный контроль. Здесь уже сталкивается с высоким прессингом от тепловых сетей. Бросит шайбу в зону соперника. Но в целом удачный момент, наверное, для БГК, потому что они в зоне своего оппонента новую атаку разыгрывают. И здесь неплохой момент, играет Акунов, выходит 1 на 1 с защитником. Пекинько ему противостоял, отыграть не получилось Пекинько. Сделать бросок. Чернов. Хорошую передачу отдавал.
на центр, вроде как все. Хорошо складывалось для тепловых сетей. Лакитов. Неплохо с Фроловым можно было разыграть вдвоем, но уж очень близко находились коллеги. Так, снова атака тепловых сетей. Но вот если разбирать, опять же, эту игру, я думаю, все со мной согласятся. У нас первое удаление в матче. Третий период. Отыграли 7 минут. 7-я минута пошла. И первое удаление. Ну, стоит отдать должное игрокам. Очень дисциплинированно проходит встреча. Без нарушений правил. Сейчас удалился Вербин в составе БГК. И мы будем наблюдать с вами первую реализацию большинства. Попытку реализовать большинство от тепловых сетей. Они набрали ходу, как-то разыгрались уже к этому времени. Может быть, все-таки мы увидим первый забросный ход. За задержку соперника команды штрафом наказан Сергей Вербин, второй команды БГК. Самудинов, передача по диагонали на партнера. Здесь уже бросок. И первое взятие ворот оформляет его башкирская генерирующая компания. Сергей Васильевич Соломатин пишет себя в историю как автора первого взятия ворот в этом матче, по крайней мере. Ну и с учетом того, что шайб-то заброшено у нас не так много, а возможно сегодня шайбы может быть решающей. Номер 6. Шайбу забросил Сергей Соломатин, номер 81. С учетом того, что не так много шайб, в теории, возможно, она может быть и решающей. Но пока непонятно, 9 минут у нас еще играть. Здесь это пропущенная шайба для тепловых сетей может какой-то такой умное слово триггерной точкой, да, послужить для того, чтобы бросить сейчас все усилия и побежать в атаку. Либо, с другой стороны, как-то деморализовать их, и что позволит БГК дальше продолжать забрасывать. Ну, посмотрим. У нас еще 8,5 минут игрового времени. И вот, как мы говорили ранее, что предыдущая встреча этих коллективов завершилась со счетом 2-0 в пользу БГК. На каких-то прям результативных, да, что много голевых моментов будет. Команда БГК играет в полном составе. Речи вести, наверное, не стоило. 17 или 18 марта проходила последняя встреча, то есть не так много времени прошло, примерно 2 недели. Плюс-минус все же составах играют коллективы. Плюс-минус одна и та же задача — выйти из плей-ина и создать себе, добыть себе путевку в плей-офф, чем, собственно, коллективы и заняты. Пара. Воротами на центр передачи классная. Латенков находился. Также находился там и вратарь тепловых сетей Вадим Вильганов. На месте все в порядке. Настрой боевой. Шайбу зафиксировал. Самудинов, но поскоростнее, конечно, будет он Акунову, и рост у него однозначно повыше. Но, тем не менее, Акунов тоже очень скоростной игрок, и здесь эта ситуация непонятна была, все-таки первая атака по фонду. Самудинов, защитников не стал, ищет кого-то, на кого можно отдать передачу, в итоге на Петрова, решаем на правом фланге. Здесь Пикинин.
Пекинько выставил дальний бросок и взятие ворот. Не часто забрасывает Пекинько, но вот иногда радует своих болельщиков такими дальними бросками. Он полузащитник, как правило, на синей линии, он замыкает свой коллектив и на синей линии держит на страже, но вот момент, бросок и все здорово здесь, конечно, в исполнении Пекинько, и уже БК создает себя некое преимущество. Две шайбы, конечно, они отыгрываются, времени достаточно. Тем не менее, вот, учитывая то, что сколько времени игрового уже прошло, и сколько у нас осталось, то не знаю, две шайбы, они, конечно, могут и здесь поставить точку в матче. Порядка чуть больше 40 минут мы с вами отыграли уже в этом матче, и всего лишь 2 взятия ворот, и вот осталось 5,5 минут до того, чтобы Тепловым сетям нужно как минимум 2 шайбы, чтобы перевести эту игру в серию после матчевых бросков. Есть игроки в коллективе Баш РТС, которые могут это сделать. Команда может похвастаться мировыми игроками, но не знаю. И по ходу регулярного чемпионата у нас БК играл более уверенно и стабильнее. И также сейчас в этом матче, который решает судьбу Тепловых сетей, смогут ли собраться эта команда. Девятку бросал на месте Вильгана. Во-первых, по боли первый по диагонали отдает на Вербина, там накатывается борьба в средней зоне. Вербин с неудобной руки, но вот так в сторону створа ворот, конечно, бросал. Вильгана там на месте, но очень неточно было. Возможно, надеялся на рикошет, а ключевой был. Голов. Момента добивания нет. Показалось, что коснулась сетки шайба, но единственное, что с другой стороны. Габидоля. Латенков перехватывает. В атаку уйти чем не удастся. В средней зоне Кисамудина. Прокатывает ее вдоль борта, уже на правом фланге. Шайб по-прежнему владеет и белый. Скаров. Придурок там он разыгрывает. Скаров уже плотно здесь. Свою опеку взял защитник. Корректор для ПТС. 3 минуты. Остается до финальной серии. Каров. Самудина. До последнего шага так не дошла. Пекинько. Торопиться генерирующей компании особо некуда. Могут они позволить себе потянуть время. Ну, конечно, если вдруг сейчас забьет третью, то я думаю, что это будет однозначно та самая жирная точка в этом матче. Пекинько на подборе первый, Чернов накатывался, Кисамудина. Вот здесь Петров. Перехват, пролом, вдвоем Чернов. Получается. Вот сколько моментов было, да, у Баш РТС, чтобы забросить несколько шайб, но не верится мне даже, что не наиграли они хотя бы не на одну шайбу. А в этом матче, я думаю, будет в целом удовлетворительный результат, если хотя бы Тепловые сети Последние 2 минуты третьего периода идет чистое время. 2 минуты
минуты. Время, конечно, чистое, но что должно быть, чтобы забросили две головые сути, пока непонятно. Чернов. Никитов. Латенков. Снова на Чернова. Латенков. Какой угол? Да? Довольно-таки острый, но все равно метился в девятку. Тайм-аут. Берет тепловые сети, возможно, будет снимать Вильданова. Но в принципе, а что терять-то уже нечего, поэтому никакой и нет. Каждый раз он не меняется. Минута 28 на табло до завершения этого матча. Башкирская генерирующая компания ведет с преимуществом 2 шайбы. Здесь мы видим, что снимает вратаря Вильданова. Коллектив тепловых сетей. Практически нечего уже терять здесь этой команде. И, конечно же, так, момент. Орлова положили на лед. Нечего терять. Баш РТС здесь уже либо они, либо им. Минус 2 шайбы. Будет 0-3, но в целом ничего страшного, не так уже плюс-минус более-менее все понятно. А вот в случае, если смогут отыграть хотя бы одну шайбу, тепловые сети, конечно, здесь уже игра примет совершенно другой формат. Бросок и добивание. Вот я как вижу, уже зафиксировал ее все-таки вратарь Корнилов. Корнилов уже зафиксировал. По-прежнему игроки команды Баш РТС пробовали достать шайбу из его амуниции. И, конечно, такие вещи, как правило, пресекают защитники. Что, собственно, и делает сейчас оборона. Теперешний пас на Чернова. Чернов тот же наброс на ворота, Корнилов на месте. Исамудинов. Дальний бросок. Имаштанов. Иванов. И правый точной контроль. Довольно-таки опасно. Ворот, конечно, там никого. Баш РТС поломатель, взрывается шайба. Впереда против Союза. 20 секунд. Миниголов заходит справа. Фланга. Ничего не поменялось. Миниголов заходит справа. Фланга. Звучит сирена. Уважаемые болельщики, дорогие друзья, поздравляем с победой команду БГК. Счет в серии плей-ин составил 2-0 в пользу башкирской генерирующей компании. Тепловые сети, несмотря на все свои старания и те моменты, которые они создавали, реализовать у них не получалось. Отсюда, собственно, и проигрыш. Ничего страшного, все еще впереди у коллектива. Ну а БГК поздравляем еще раз с победой. Матч окончен. На этом все. До новых встреч на хоккее и башкирской хоккейной лиге.